обычно я как бы говорю, кто-то виноват, да, тут виноваты есть на самом деле. Виноват это уже даже не наше правительство, а депутаты Госдумы, которые приняли закон, да, федеральный закон, о том, что вот у собак прав больше, чем у людей, скажем. И кормить их надо, на корм им надо больше денег, чем детям, скажем. 15 градусов круглый год для прогулки, ветеринары, там надо будет покрасить несмываемой краской, там, не знаю, операцию провести, операция там 4000, да, или там 3000 стоит. Вот это все сделать и говорит, вот 80 тысяч, и нас это не касается. А мы говорим, а что мы сказали? Нет, друзья мои, у нас в 131 ФЗ не написано, что мы должны этим заниматься. Это уровень республики. Это вообще этим должна заниматься республика. Республика что сделала? Она быстренько закон приняла, то что они нам передают эти полномочия. Да. Опять, нас не спросили, опять не женили, да, без нашего ведома. Вы должны заниматься. Мы это дело протестовали. Хорошо, что меня депутаты поддержали. Они просто решили, мы отказываемся. Без должного финансирования отказываемся от этой полномочия. Но проблема-то на местах осталось. Меня сейчас звонят. Собаки-то кусают не деньги, а людей живых, которые к нам сейчас получилось так, что народ, хотя мы им довели, что почему мы сейчас не занимаемся. Раньше занимались, потому что, хотя и не наше было, хотя и денег не хватало, реально детей кусает, да, реально бегает, там мусорку копается, все что угодно делать, но реально можно было, и за это хотя бы нас уголовной ответственности не привлекали. А сейчас что получается? Денег нет, кто этим занимается непонятно, закон есть, мы сейчас хотим довести до республики, да, они не виноваты, потому что сверху пришло, но и Тюмень же для этого есть орган, представительный орган власти, который может выйти на вышестоящий представительный орган власти, как они нам говорят. Вы можете выйти на нас с законодательной инициативой, но вы тоже выходите с законодательной инициативой и поменяйте этот дурацкий закон, или даже, как мы просим, аннулировать, или в связи с тем, что она не дееспособна наших, кроме как Москвы, она не дееспособна. В Москве все собачки маленькие, вот так ходят собачками, а для нас не подходит. В кармане носит. Да, в кармане носит. А у нас все собаки здоровые, а у нас и бегают, и дерутся, и там как раз, бывает несколько раз в год, там у них по физиологии начинает уже кучковаться и агрессивно себя вести. Есть же такое. Чтобы проблема пошла, надо же стерилизовать собак, да, вот смотри, стерилизовать. Вот чтобы хозяин, стерилизовать собак, вот хозяин, у него родилась, сучка, скажем, и надо стерилизовать, чтобы она не выросла, и не пошел народ, там не плодилась. А чтобы пойти и стерилизовать простому человеку, скажем, который доход тоже небольшой, ветеринария, это республиканская организация, просит 3 или 4 тысячи на стерилизацию. Он не оплатит. Это не ветеринария, наверное, просит. Это все-таки, наверное, клиники. Нет, прескурант. У нас нету клиник. У нас есть только ветеринария, которая этим занимается. ВИЛ вот это. Да. И люди, когда это слышат, они не идут просто. Они просто отпускают эту собаку. Нет, я могу. И хотя бы они на эти направления, усыпление 3000 стоит опять же. Не, подождите, я правильно понял, что ветеринария, это отдельная у меня там тема есть, которую я веду, опять же, я работал 5 лет с Александром Сергеевичем в мэрии. И у меня вот создалось впечатление, что ветеринария и Роспотребнадзор всегда на население все проблемы плавно переносят. Ветеринария должна заниматься проблемой. Подход ветеринарии, нам, вообще, ветеринария это республика. Считайте, это подход республики. То, что, когда нам пишет, население пишет, то, что стая собак бегает агрессивно, примите меры, мне говорят, да? И кто этим занимается, спрашиваю. Вроде как республика, это полномочия республики, тогда, как представитель республики, давайте отправьте, идите в ветеринарию. Они пишут в ветеринарию, говорят, нет, это не наше. Мы можем только, когда вы привезете с заявлением, тогда мы можем за деньги их, что-то с ними делать, да? Но ни в коем случае просто так пойти и с этими собаками заниматься никто не будет. Я считаю, что этим должна заниматься республика, ветеринарии. Добавьте туда людей с очками, пусть ловят этих собак, и пусть этих красят, как они хотят, и стерилизуют и отпускают. Нет, то есть просто надо, то, что я всегда говорю, что люди должны заниматься своими обязанностями и выполнять их. Я правильно сказал? Да, правильно. А вешать с больной головы на здоровую, нет, извините, мы уже
укушенные, да, скажем так, и туда не полезем. Полномочия не наши. Вот 131 ФЗ, запишите это все. Там будет написано не обязан, а может. Вот так написано. А если мы не можем, у нас средств нет, ну тогда мы не можем. Вот так. Запишите в 131 ФЗ и постройте приют хотя бы один в районе, да, какой-нибудь, ну, по закону. Для содержания службы дайте денег, средств. Но все мы этим будем заниматься. Сейчас мы эту проблему от того, что вот у меня 76 тысяч на год. Но мы своих собак не знаю, куда там деваем. За них легче не брать эти 76 тысяч от ветеринарии. Мы отказались. Ну, я вот на следующий год буду, вот в 21-м мы будем умнее. И от денег ветеринарии откажемся. Потому что отчеты ужасающие. Отчеты, как будто у меня там гостиница 5-звездочная, построена для собак. Карточки учета, осмотр с приложением видео, задержание, содержание, осмотра. 4... У меня людей так не осматривают, как я должна собака смотреть в поселке. Ну вот, в принципе, все. Нужно менять законодательную базу по собакам полностью. И вот этими такими мелкими точечными мерами не решить проблему. Это все муниципалитеты об этом говорят.